Доброе утро всем. Доброе утро, Заудин. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Заудин, я знаю, что не так давно вы в Черкесске основали Академию здоровья. Вот расскажите поподробнее об этом. И вот это как-то связано с вашей, основной тренерской работой? Что это вообще такое? Ну, Академия здорового образа жизни, это не сегодня мы это делаем, в принципе, начали работать не сейчас. Я основал ее в 2008 году. Сейчас возобновили просто? Да, основал, где-то мы презентацию делали, пригласили Академию, потом там у Василия Александровича там еще книжки, школа закупила, очень поучительные такие книжки есть у него. И после этого оставил заместителю, я уехал. Моя цель была продвигать вот эту идеологию любви, покоя, доброжелательности по России. Ну, насколько я знаю, в Ставрополе есть Академия здоровья. Да. Вы имеете какое-то к ней отношение? Вот эту академию я и представляю. Ее аналогов нет в мире, да? Да, аналогов нету, потому что нету нигде в мире, чтобы столько ходили за раз 250-260 человек. Притом там у нас в основном кому за 60, много людей. Пенсионеры, врачи, пенсионеры, учителя, это первое. Еще у нас там есть бабушка, которая на голове стоит за 90 лет. Представляете, какую картину? Люди забывают аптеку, больницу, они более по-другому смотрят на жизнь. Заудин, я хотела уточнить, то есть тут не врачи, Академия не. здоровья, это спорт. Это Чем и не вы спорт, там занимаетесь? Здесь мы занимаемся... Какие виды спорта? Это не спорт, это хатха-йога, тысячелетиями мудрецы передали. Вот до сегодняшнего дня идут хатха-йога. Это женское мужское начало. Например, левое полушарие отвечает за разум, правое за эмоции. Да? Вот так. Также это холодное, это теплое. Но это охлаждающее, это разогревающее. То есть там и йога присутствует у вас? Да, йогические упражнения. Что такое йога? Дело в том, что люди не знают в переводе йоги, они как-то относятся с опаской. Вообще йога в переводе с санскрита – это связь. В данном случае хатха-йога – связь с собственным телом. Я чуть растянулся вот так, внутренние органы переместились вправо, потом влево, позвоночник. За счет этого балансировка идет и здоровье в норму идет. Многие болезни сами вылечиваются, но наша академия не лечит. Наша академия поддерживает здоровье, хотя больные приходят, они излечиваются. Лечит целое министерство, есть здравоохранение, и спорт целое министерство. Но кто занимается у вас в академии сейчас? Ну, здесь у меня занимаются старые ученики, у меня просто они попросили возобновить. Я приехал с Пятигорска, последнее место я в подкомнате открывал, там 9 мая мои дети там показывали вот эти упражнения перед ветеранами и все такое. А вот здесь сейчас мы в 17-й гимназии, вот Магомед Исаевич, пару слов скажу про него. Это единственный человек в этой республике, который никогда «нет» не говорил. Просто он еще доктор психологических наук, то есть кандидат психологических наук. Он, видимо, понимает и видит просто глубину важность всего. Да, важность видит. Поэтому, когда я основал здесь в 95-м году боевое искусство, 30 направлений, ветвода, тогда тоже мы у него как бы что-то делали. И сейчас вот с академией он как бы там то есть с открытыми руками мы занимаемся. На базе 17-го лицея? На базе 17-й школе актовый зал у нас понедельник, среда, пятница с 16 до 18 часов. Это будет женская группа, пока потом мужская группа у меня. Люди любого возраста могут приходить? Да, в принципе возраст с 6 до 90 лет. Ну, по группам можно потом разделить. Как показывает время, в принципе, это человек хочет, но с того понедельника. Основную цель в чем видите свою? Основную цель, чтобы это работало по республике, чтобы люди по больницам не бегали. Потому что я вижу, я бегаю, каждое утро бегаю, вижу, поликлиники с утра стоят. Это и самовоспитание, самоконтроль. У человека развивается интуиция. То есть память улучшается, тренируется нервная система, и человек более спокойный становится. На жизнь смотрит как бы по-другому, что ли, радуется солнцу. Есть деньги, нет денег, есть работа. Дело в том, что каждый раз картошка росла, когда вот, десятилетиями назад, да, и сейчас уже растет. Солнце также светит. Все эти продукты есть. Просто сознание поменять, подняться чуть-чуть выше и посмотреть на все вот это трезво. И радоваться жизни. А то жизнь уйдет, пока будешь.
Ну что ж, Заудин, я желаю вам успеха в вашей работе и благодарю вас за то, что вы сегодня были гостем нашей программы. Спасибо вам. Спасибо.